Первенство по парусному спорту прошло в Якутске на озере Сайсары. Участники – дети школьного возраста, соревновались на яхтах, которые построили собственноручно за это лето. Подробности у Андрея Мухоплева. Настя Помогаева занимается в парусном клубе уже 2 года. В этот неженский вид спорта девочку привел отец. Сейчас она думает продолжить его любимое дело на профессиональном уровне. Мой папа с детства очень любил парусные яхты, и он предложил пойти, и я с тех пор хожу. Получаешь огромный кайф, когда ходишь под парусами. И большой адреналин, когда очень большой ветер. Здесь нужно самому полностью управлять. Ты держишь, контролируешь парус, смотришь за курсом, смотришь, чтобы парус не заполаскивало, чтобы руль нужно не отпускать. Анастасия, пожалуйста, расскажи про лодку, из чего она состоит? Из мачты, вот это вот штучки, из гика, который держит сам парус, из паруса, без него никак на такой яхте. Из швирта, он помогает управлять яхтой, чтобы ее не сносило при поворотах и вообще. И из руля, им можно управлять яхтой. И из самого корпуса яхты. И, конечно же, имеются банки, которые, если яхта вдруг перевернется, чтобы она не утонула. Соревнования посвящены памяти Валерия Галсанова. Это один из первых мастеров спорта Советского Союза по парусному спорту. Сегодня его старый товарищ и единомышленник, а ныне президент Федерации парусного спорта Якутии Михаил Ермолаев делится. Друзья вместе сконструировали десятки яхт и обучили любимому делу большое количество детей. Моя цель, в смысле, мы открыли Федерацию парусного спорта, занимаемся парусным спортом, Я раньше жил на северах, жена у меня тоже северная, Булунская, в тех краях тоже жил. Там всегда дуют ветра. Ветра дуют день и ночь без остановки. А парус – это бесплатная энергия. Сейчас приезжают люди сюда с улусов, мы их подучиваем, и они там будут по северам на своей лодке ставить парус. Например, я жил когда-то в Нижнеколымском районе, в Андрюшкино жил. Там необъятные такие озера огромные. Поставил парус, тебе дует в любое место, и не надо тебе тратить бензин покупать. Тем не менее, парусный спорт якутянам пока в новинку. Но первые шаги к покорению больших волн уже сделаны. Впереди есть целая зима, чтобы подготовиться к следующему сезону и вновь раскрыть паруса по направлению ветра. Андрей Мухоплев, Григорий Охлопков, Якутск.